За годы независимости в Казахстане более миллиона человек получили статус кандасов. Из них более 10 тысяч человек проживают в Кустанайской области. Мы начинаем наш очередной выпуск подкаста «Атамекен жолы. Путь к родине». Сегодняшний наш гость – общественный деятель, молодежный лидер, директор молодежного ресурсного центра города Лисаковск Дильда Хайрат. Мы рады вас приветствовать. Расскажите, как прошел процесс переселения, процесс адаптации? Я знаю, что вы были совсем младенцем, когда прибыли на родину. Спасибо большое, конечно, за приглашение. Очень интересный, конечно, проект, где вы рассказываете про кандасов, да, насколько период, рассказывая периоды адаптации и так далее. Да, конечно, я не могу сказать, что я это все помню, видела, да, потому что я была очень маленькая. После независимости нашего государства, то есть страны, да, в 1993 году, мне было тогда 3 годика, наша семья переехала. Приехали они в Кустанайскую область. В то время было распределение именно, да, определенные районы, города, то есть и выбрали наши именно Тарановский район. В то время, да, сейчас Бимбет-Малина, Тарановский район, село называлось Евгеновка, ну и как-то назвали иногда Дащан-Умар. Многие помнят, потому что многие уже родственники сразу после независимости переехали и, соответственно, уже заселились там. И мы тоже, как папа рассказывал, сразу решили переехать туда. Конечно, я помню некоторые моменты слов своих родителей, потому что они всегда все рассказывали нам, как они приезжали, как их встречали, какие были созданы условия. То есть это именно с целью, чтобы дети, соответственно, знали и владели той информацией, да. Конечно, когда переехали, папа всегда говорил, что они сразу, сейчас, если вот, да, дают деньги подъемные сразу, а в то время давали сразу, как мал мүлік дейді ғой енді айтқанда, да, хозяйство, да, то есть, соответственно, коров там и так далее, дали материалы, соответственно, и финансовая поддержка была, и наши начали строить сами вот этот дом, в котором мы там жили в поселке. Все условия, папа всегда говорил, были созданы. Папа у меня сам высшее образование, у него и он ветеринар по профессии, и он как раз сразу и в поселке устроился ветеринаром, он работал до пенсии, а мама была домохозяйкой. Соответственно, у нас дедушка, бабушка жили с нами. Дед всегда, я помню, в детстве дедушка рассказывал этот период, когда именно объявили независимой страной наш Казахстан, и он всегда, когда мы собирались в детстве, и дедушка, бабушка всегда рассказывали нам, что как жили, как проходило их детство, да, то есть, соответственно, это же, 90-е годы. Конечно, тоже не так уж было легко, но я помню периоды, когда вот он рассказывал, этот незабываемую эмоцию, чувство, когда именно объявили, что Казахстан теперь независимое государство, что Казахстан мемлекеті енді тәуелсіз мемлекет дегенді жариялаған деп. Тогда он говорил, что мы все казахи, которые жили там, в Монголии, соответственно, Баян-Өлгей, да, в основной части это именно город Баян-Өлгей в Монголии, где в основной части там проживают именно наши казахи. И первый, он всегда говорил, сразу после этого они, оказывается, многие друг другу даже сүйіншілеп, да, как говорятся у нас, да, когда хорошие новости слышим, мы говорим сүйінші, и вот они прям друг другу ходили в гости, доносили данную информацию, что теперь у нас наша страна независимая, и многие начали семьи сразу переезжать. Конечно, в тот период, видимо, сразу переехать не получилось, но в 1993 году, соответственно, они приехали. Семья как бы у нас многодетная, у нас в семье было 8 детей,
Соответственно, конечно, я застала как раз 90-е годы примерно, да, понимала, видела. Помню, этот период было как бы и тяжело, и все равно это все моменты запомнились. Адаптации, знаете, ничем мы ни от кого не отличались. То есть я никогда не слышала, что кто-то там мне даже в школе говорил, типа, ты приезжая, там, типа, да, ты там с Монголии. Потому что я сейчас иногда порой вижу какие-то моменты, бывает, слышишь, где-то кто-то там рассказывает, что кто-то их там обзывал, там говорил, да. Я вот как бы не понимаю. Мы приехали, мы не иностранцы, мы приехали именно в свою родину, да. Я считаю, как бы своей родины это Казахстан, там, где я выросла. Я очень благодарна, я до сих пор вот говорю, когда я даже выступаю на трибунах, вот на 1 мая, на День единства народа Казахстана, когда я выступала, я тоже, знаете, тоже говорила это, и люблю это говорить, я благодарю свою дедушку. Я очень благодарна ему за то, что он именно сделал такой выбор, сделал такой шаг. Так, он бы мог бы остаться там, потому что они не жили плохо. То есть у меня папа в тот период, когда они жили, он тоже занимал руководящую должность, то есть он непосредственно какого-то вот сельского округа был акимом, да, то есть у него была руководящая должность, была карьера, он в Москве закончил учебу, высшее образование получил, у него несколько там, поэтому у него была возможность дальше расти, да, он мог бы сказать, нет, я буду строить здесь карьеру свою, да, то есть, ну, они как бы выбрали, конечно, будущее своих детей, я считаю, и что нужно вернуться в свою родину. И я благодарна дедушке, что он принял такое решение. Почему? Потому что, наверное, я бы сейчас так, наверное, здесь не сидела бы, если бы не он. Я бы, наверное, сейчас так не поднималась по карьерной лестнице, да, то есть я считаю, что для меня это такая была хорошая возможность. Ну и не только для меня, но и в целом все мои братья, кто все у меня в семье, они все получили хорошее высшее образование, все работают, у них есть семья, работа, квартира, дом, да, то есть у всех свои условия все созданы, поэтому я считаю, что период адаптации у нас все прошло хорошо и не было никаких проблем. Деревня у нас была очень дружная, я прям даже скучаю. Иногда бывает, мы скучаем со своими одноклассницами, постоянно одноклассниками вспоминаем, пишем в группе. Так, конечно, очень тяжело и жалко, потому что это деревня, в которой я выросла, это Дощан-Умар, Евгеновка. Я помню каждую улицу. Знаете, это тогда она была такой развитая, у нее все там было. Там и был, помню, цех они изготавливали колбасы, потому что у меня здесь дедом работал. Был цех, где они шили костюмы, там, одежду, спецодежду, вот, детский садик, все прям, знаете, все было, клуб, я прям, мы, когда с девчатами ходили тоже, и сейчас, конечно, там уже толком никто не живет, очень мало населения осталось, и, соответственно, школа уже закрыта, много чего нету, люди переехали. Вот. Конечно, обидно, когда приезжаю туда. Конечно, из родственников никто не живет, но только мы иногда приезжаем туда, и грустно смотреть. Ну и вспоминать, конечно, да. На сегодня вы, как молодежный лидер, ведете за собой целую армию молодых людей, ведете проекты, участвуете в больших форумах, с трибуны говорите мотивационные речи для молодежи. Насколько это важно для вас было вот в школьный период, в студенческий период быть лидером, тянуть за собой молодежь? Сыграло ли какую-то вот роль то, что вы переселились и как бы для вас было важно, чтобы вы были в лидерских позициях? Как у нас говорят, да, есть хорошая пословица у казахов. Яда не гурсен, шканда суна лесен.
да, то есть все, чего мы не достигаем в этой жизни, да, не добиваемся, то есть, соответственно, это все благодаря тому, что у нас вложили наши родители с детства, то есть, что они нам дали. Конечно, в первую очередь в семье всегда как бы не ограничивали, всегда говорили учиться хорошо, участвовать везде. Ну и такое было понятие, что папа всегда говорил, любите, цените свой родной язык. То есть язык, который мы сохранили, даже находясь там. То есть он всегда об этом говорил. Мы жили в другом государстве, среди чужих людей, то есть, да, которые разговаривали на своем родном языке, но мы сохранили свой язык, это казахский, мы сохранили свои традиции, да, то есть, соответственно, ваша задача тоже дальше это все сохранить. То есть он всегда на это уделял внимание, честно, и он всегда говорил, ругал нас, когда мы где-то, если что-то там забывали, где-то не знали, говорил, что нельзя так, надо знать. И это, наверное, больше мне такое, вот, знаете, более патриотическое воспитание, наверное, дало, что вот да, мы жили в другой стране, сохранили всю свою ценность, все, что нам, да, дано, то есть наш язык, наши традиции, и, соответственно, я всегда понимала, что я должна придерживаться этого, то есть я должна донести еще другим тоже людям, что наш язык, наши традиции, чтобы они тоже знали и так далее, культуру нашу. И после окончания, то есть нашей школы, Евгеньевской средней школы, конечно, здесь тоже можно отметить вклад своих учителей тоже. Все равно они давали мне знания и так далее, да, направляли. И в 2012-2013 году я вышла замуж за житомиринца, то есть оттуда, и мы с ним уехали туда жить. Я до этого работала в Бимбет Мальина, в газете, и туда приехала, конечно, первое время у меня тоже там был немножко более адаптационный период, потому что, если честно, я всегда, так как я росла в семье, где чисто у меня все разговаривали на казахском языке, и во время универа у меня, как бы, знаете, и семья все равно, вот муж и со стороны мужа, именно в Житомире, ну, разговаривали на русском и на казахском, и я очень плохо разговаривала на русском в тот период, и где-то ошибкой допускала, да, немножко акцент был такой, прям аж слышно было. И, конечно, первое время я стеснялась, и потом, через год, наверное, я себе задала вопрос, а зачем я должна вообще стесняться того, что я, ну, не умею, да, или там плохо разговариваю на русском языке. Но я же, главное, на своем языке родном, на государственном, на казахском языке умею же разговаривать, да, я же владею в совершенстве. А зачем мне стесняться то, что я не умею? И я начала просто разговаривать так, как я могу. Но это, наверное, и дало мне такую возможность, что за этот период я очень, ну, как бы хорошо начала разговаривать на русском, и, соответственно, раньше я даже мысли не могла свои, как бы, сказать, да, что я думаю, донести до человека. Такие были ситуации. Немножко вернемся назад. Когда я работала после первого курса, я устроилась в Шамшырах, моя газета, это Бимбет Мальина. Очень благодарна я этому человеку, это мой первый начальник, мой первый шеф, это Кожушка Маргарита. Она была редактором газеты. Тогда, получается, я устроилась туда как раз на госязыке. Она попросила ее дать мне одну страницу, где я могла писать статьи. И она же, ну, как бы другой национальности, соответственно, она не владела казахским языком. А я очень сильно, ужасно разговаривала на русском, я не могла даже донести свои мысли, о чем я думаю. И когда я писала статьи, она меня приглашала себе в кабинет, соответственно, она же должна знать, как редактор, допустим, о чем я пишу вообще, а вдруг я там вообще что-то плохое пишу, которое запрещено, да. Соответственно, она приглашала себе в кабинет и говорила, ну-ка, давай, Дильда, рассказывай, про что ты написала.
И это был так ужасно, я не могла вообще, я не могла просто объяснить ей. Я стояла часами у нее там, говорила, знаете, наверное, такая вот, рассказываю Мгм. ей. Она такая, ладно, поняла, можешь идти, все хорошо. И знаете, вот она так легко к этому относилась и не говорила, нет, почему ты не можешь объяснить там, или переведи мне статью, да, я хотя там должна досконально знать каждую строчку именно твоей статьи, чтобы понимать, о чем ты пишешь. Нет, она никогда об этом не говорила, и улыбалась, и, наверное, это вот тоже вот мне такую все равно мотивацию давала, что да, мне надо как бы все равно уметь надо все равно Да. разговаривать, нельзя себя ограничивать. Да, допустим, я знаю чисто госязык, все на этом, да, я больше никакие языки не должна там владеть и так далее. Нет, все равно человек должен быть коммуникабельным, то есть он должен все равно владеть. Я, допустим, сейчас все равно хочу изучить английский язык, у меня прям такое желание, а почему бы и нет? Ну вот, и дальше в Житомире я как бы все равно научилась, и, соответственно, как говорится, я начала работать в культуре с 2013 по 2019 год, так как все равно мы, наверное, тоже была близко к творчеству, я пела, выступала, это с детства. И я пошла туда, там, в культуру работать, тоже очень хороший опыт работы, я думаю, в жизни мне дала. И, соответственно, в 2019 году мне предложили стать руководителем молодежного ресурсного центра Житомирского района, и я согласилась именно в государственную молодежную политику. Конечно, страшно было, но понимала, что это необходимо, это важно. Почему? Потому что сейчас у нас... Не люблю сравнивать, типа, молодежь того Мгм. времени, сейчас, типа, какое отличие и так далее. Отличия есть всегда. Есть и хорошие моменты того периода, есть и плохие периоды того момента, если так посмотреть, да. Но моя задача была, конечно, в первую очередь, это реализация государственной молодежной политики, донести до молодежи, да, то, что у нас делается в государстве, есть какие поддержки и так далее, помочь им реализоваться, реализовать свои проекты, да, и, конечно, и всегда у меня преследовало, все равно, вот я говорю, с детства это все, если заложено, оно все равно тебя преследует, и всегда меня преследовало такой период, что, так, не забывай, обязательно должны быть мероприятия, которые именно направлены на популяризацию государственного языка и твоей культуры, традиций казахского народа. И, соответственно, в Житомире я запустила проект, можно сказать, это проект ежегодно во время Наурыз мейрамы. Я запустила фестиваль обрядов «Атасалтым Асыл-Қазына», где именно молодежь из разных организаций ставит одну оценку традиции, показывает, да, какие у нас есть традиции. Кто-то там беске салу, кто-то саукесер, да, там и так далее. То есть и этот проект я, кстати, тоже забрала в Лисаковск, потом вот 24 года я перевелась в город Лисаковск, туда же молодежный ресурсный центр руководителем. Но здесь я тоже решила реализовать данный проект, потому что я считаю, что это важно. И в каких-то мероприятиях где-то все равно рассказывать про традиции, про воспитание, про патриотизм, потому что про это надо говорить. Да. Как бы мы не проводили свои, да, основные, под основным направлением работу, но наша тоже порой задача должна быть она такая, что мы должны правильно направлять нашу молодежь. Потому что я всегда говорю при встрече, я говорю, вы можете брать пример воспитания со своих телефонов, да, вас почти воспитывают. Сейчас молодежь почти, я даже вот смотрю на своих детей, у меня 2 детей, и я вот смотрю порой, да, я занята работой, постоянно там мероприятия, иногда говорю, ну, блин, вас воспитывает порой смартфоны, ваш Мгм. интернет, но это плохо. И я тоже стараюсь молодежи это донести. Почему? Потому что стараться надо чаще такие встречи проводить, круглые столы, беседы, да, говорить о важных вещах, которые есть у нас, о ценностях. Это воспитание, это уважение к старшим, это уважение и ценить наших родителей, да,
то же самое уважение, любовь, патриотизм к своему родине, да, где ты родился, где ты живешь, да, и, соответственно, много чего. То есть про это надо говорить и говорить. И самое главное, я не говорю, что, допустим, цель такая, чтобы вы все, если я там, допустим, руководитель, все прям ходили, там, делали то, что мы там направляем и так далее. А больше всего я хочу всегда говорю, что нужно развиваться. Наш центр, молодежный ресурсный центр, это вот, в первую очередь это поддержка тоже молодых инициатив. То есть, соответственно, молодежь же приходит со своей какой-то идеей, в каком бы ни был случае, там, ты должен его поддержать, показать, а потом у него, о да, значит, у меня есть место, куда я могу обратиться, где меня могут поддержать, мою идею, и помочь мне реализоваться. То есть, соответственно, у него и дальше начинается вот это вот, да, значит, у нас в государстве можно сделать, реализовать свои проекты, у нас есть поддержка. Очень много хороших программ, проектов, да, и что я говорю, вы прекрасно знаете про эти проекты, про эти гранты, про поддержку молодежи, да, в нашей стране. То есть об этом можно вам не говорить, конечно, это можно зрителям сказать. Поэтому я считаю, что мы живем в такой стране, где созданы все условия для развития. Я тоже об этом не устаю говорить. Мы живем в той стране, где созданы все условия для того, чтобы вы развивались. Берите и развивайтесь. Никто вам не принесет готовую еду с тарелкой, допустим, да, вот, пожалуйста. Нет, ты должен сама вот это стать и приготовить. То же самое, да, то есть ты сама себя создаешь. И здесь то же самое я, конечно, всегда себе говорю, и детям сейчас, конечно, говорю, что мы свое будущее делаем сами. А для того, чтобы сделать хорошее будущее себе, у нас государство создано очень хорошие условия. Вы сейчас подняли основные темы, так скажем, нашего проекта. Это знание или незнание языка, потому что многие, миллионы, тысячи молодых людей сидят по ту сторону экрана в другой стране, наши будущие соотечественники, так скажем. И основной страх — это вот барьер, языковой барьер. Про госпрограммы вы очень хорошо сказали, рахмет вам за это. То есть вы придерживаетесь той позиции, что в первую очередь это собственный стержень, семья, общество, адаптационный период и государственная поддержка. То есть это все должно быть всесторонне. Я хочу у вас спросить, у нас такая ситуация возникла недавно. Мы, когда искали спикеров для проекта, некоторые наши хандасы скрывают о том, что они когда-то переселились. Я понимаю, что сейчас вы тоже уже гражданин, мы все граждане Республики Казахстан в первую очередь. Как вы думаете, почему так происходит? Почему люди скрывают? Почему не хотят, чтобы общество знало об этом? Да, есть такая проблема, честно. На самом деле, мне кажется, это зависит от человека. Потому что я сама лично встречала таких людей. Ну и вот я смотрю и вижу человека, это можно узнать, это спокойно. Знаете, когда мы говорим о том, что мы не делим, да, то есть приезжие, там типа хандасы, это местные, нет такого, конечно, но все равно есть, даже вот возьмите, не будем далеко уходить, не будем говорить, да, допустим, то, что приезжие. Давайте возьмем просто один наш большой Казахстан. Возьмите запад, возьмите юг, возьмите север и посадите этих 3 человек. Там еще, да? Но диалект, понимаете, разговорная речь, диалект, сөз дейді ғой қазақта. Обратите внимание, вы сразу поймете, кто откуда. А это наша страна, Казахстан, мы внутри. То есть то же самое и здесь, да, соответственно, кто вот приехали у нас кандасы, кто вот Узбекистан есть, также Монголия есть, Қытай есть, да, допустим, Қытайдан келген қазақтар бар. Даже вот если разговаривая с ними, я в основной части много понимаю. Я всегда говорю, қай жақтан келдіңіз? Обычно это задаю вопрос. И понимаете, многие, я заметила, были у меня тоже такие случаи, стараются, я не знаю, в чем причина, хотя это
ни к чему, можно сказать, знаете, вам не помешает, не поставит вам крест, то, что если вы скажете, я, да, приехал, а тут-то, тут-то, и были такие моменты, я вот спрашиваю, вы же приехали откуда? Я говорю, нет, я на Шахтан. Но я вижу, что человек не Шахтан. Я спрашиваю, нет, потом узнаю у человека, да, он, оказывается, приехал. Вот так вот скрывает. А вот в вашем случае, да, наверное, скорее всего, есть некоторые, как бы считают, что это стесняются или боятся каких-то осуждений, что, да, что, может быть, типа, вот вы приезжие и так далее. Хотя, не знаю, может быть, у них в жизни что-то было, такой случай. Знаете, как мы говорим, про всегда пример привожу, да, наши 5 пальцев. Они же все разные. Да. Также и люди разные. То есть именно в моем пути, да, по той дороге, которой я жила, именно, да, росла в селе у себя, да, где я училась, где у меня окружали люди, даже до сих пор сейчас, да, сколько у меня коллег, ни разу не встречались люди, которые мне сказали бы, да, ты что, приезжая? Ты монголка? Хотя, да, так могут сказать. Нет, никто этого не говорил ни разу. Может быть, у этих людей были такие ситуации, понимаете? И если такая ситуация раз уж была, человек просто даже одного раза достаточно, и человек просто подумает, что, скорее всего, намного будет лучше скрывать это о том, что я кандас, чем я буду говорить, и потом меня там осудят, скажут там, или смеются надо мной там, и так далее, понимаете? То есть такие ситуации бывают, скорее всего, просто я лично с этим не сталкивалась, поэтому я за них ответить, конечно, не могу, но в любом случае, знаете, я всегда говорю, мои дети всегда, вот, когда мы смотрим документы, там бывают ситуации такие были, они у меня спрашивают, а там же написано, где я родилась, и мы сидим, и они типа спрашивают, мама, я не... и папа смотрит документы, а у него написано Казахстан, да, где я родилась, и они у меня такие спрашивают, а мама, я не поняли, у тебя написано, ты родилась в Монголии, в другой стране, значит, ты монголка, а почему тут написано, что ты казашка? Я давай им объяснять, соответственно, мы коренные казахи, мы просто там жили, ну, соответственно, да, я родилась, потому что когда-то мой дедушка уехал туда, да, мой папа там родился, да, моя мама там родилась, но мы родились, но коренные мы казахи, у нас в крови, да, то есть, допустим, мой род корей. И, соответственно, я говорю это, объясняю, они потом такие не понимали, конечно, какой-то период, не могут понять, почему так случилось. Но, конечно, здесь надо понимать. И я считаю, вот эти семьи, которые сейчас, если даже, да, порой бывает, что скрывает, где-то не хотят оглашать, они своим детям должны сразу объяснять, что тут ничего такого нету. То есть ты изначально должен об этом открыто говорить, ничего страшного, тебя спросили, скажи. То есть правильно должны объяснять ситуацию. Если они сейчас также это будут скрывать, говорить, что-то где-то бояться, ну и, соответственно, это и дети видят. И дальше это также, то есть никакой, хотя и могут жить столько лет, и никакой... Да. Ну, может быть, это не самое лучшее сравнение, но, к примеру, если я работаю в проектах с людьми с инвалидностью, мы должны называть категорию этих людей люди с инвалидностью. Это в первую очередь для того, чтобы они получали нужную, необходимую от государства помощь, участвовали в госпрограммах. Это в первую очередь статус, который открывает возможности для этих людей. Мы подытожим наш подкаст, наш выпуск, и хотелось бы услышать от вас, что значит для вас туған жер, отанға деген махаббат, сүйіспеншілік. Отан ол шексіз махаббат. Отан отбасынан басталады, иә? Шынымен де менің отанға деген махаббатым ол отбасымнан басталды. Себебі оған менің атам үлгі, өз елін, өз жерін, өз туған жерін аңсап
түү даладан мысалы келген. Оған менің әкем үлгі ылғи менің тілімді, ана тілімді, дәстүрімді, салт дәстүрді мысалы бойыма сіңіріп ата-анам айтып отыратын. Сондықтан менің ойымша әрбір Қазақстан азаматында өзінің еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі, махаббаты өшпеу керек, болу керек. Мысалы, мен де қазіргі таңдағы жетістігім әрине ең бірінші кезекте менің отаныммен тікелей байланысты. Егер менің кеудемде, жүрегімде отанға деген сүйіспеншілік болмағанда, еліме, жеріме деген сүйіспеншілік болмағанда, мүмкін бәлкім мен бұндай дәрежеге жетпес едім. Сондықтан жалпы айтарым жастарға ең бірінші кезекте мына отанға деген жүрегіміздегі махаббатты өшіріп алмайық. Ол мәңгілік жасайтын махаббат. Сондықтан біздің мемлекетіміз, мен әрдайым айтам, біз бейбіт, керемет елде тұрамыз. Өзгелермен салыстырмай-ақ қояйық елімізді. Өйткені біздің мемлекетімізде, біздің елімізде бүкіл азаматтар үшін бәрі де жасалған. Сондықтан тек қана еліміздің өркендеуі үшін енді бізде өзімізде бір үлес қосуымыз керек. Мысалы, мен де қазір жұмыс істеп жатқан, менің ойымша барынша өзімнің мемлекетіме рахмет айтқан ретінде мен өзім үлес қосқым келеді мемлекетімнің, елімнің дамуы үшін. Сондықтан әрбір азамат өзі де бір үлесін қосу керек деп ойлаймын мемлекеттің дамуы үшін. Жұмыс істейді, қарапайым жұмыс істеп жүр ма, мысалы, стройкада ма, немесе фирмада, немесе қазір предприятиялар бар, соларда да жұмыс істеп жүр. Каждый адам негізі өзі үлес қосып отыр ғой мемлекеттің дамуы үшін. Сондықтан осылай аянбай еңбек ету керек деп ойлаймыз. Және жалпы өзіміздің осындай жастарымыз қазіргі таңда көбісі кейде шетелге кетіп қалады. Шетелге оқу, білім алады да кетіп қалады, елге оралмайды. Мысалы, ондай жағдайлар көп қой. Сондықтан бірінші кезекте жастарымызға айтарым, бәрібір өзіміздің мемлекетімізге келіп, мемлекетімізде жұмыс істеп, сөйтіп істеу керек. Сондықтан мына махаббат, отанға деген және патриоттық сезімдер жоғалмаса екен деген. Азат елге әрбір азамат қымбат. Для независимого Казахстана важен каждый человек. На этом мы завершаем наш выпуск. До скорой встречи!